Достойно пройти испытания помогут только знания и уверенность в себе. Сегодня здесь, на 406-м пункте, основной этап единого государственного экзамена по английскому и французскому языкам сдают 46 детей. Для каждого важно набрать как можно больше баллов, чтобы поступить в хороший вуз. Здесь собрались будущие лингвисты, политологи, экономисты. Для кого-то это уже последний государственный экзамен. Но несмотря на это, волнения не меньше, признается Алия Ведижева. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа и 10 минут. За отведенное время будущий абитуриент должен показать свои знания в полной мере. Английский я начала изучать с ноября, потому что я только с ноября решила, что буду сдавать английский. Потому что на дизайн английский не нужен. На дизайн нужна только литература, русский язык и проект свой дополнительный там. Вот. И поэтому я решила английский не брать. Но как на всякий случай потом передумала и решила взять английский тоже. Как ты думаешь, сколько баллов у тебя получится на работе? Не знаю. Хотела дали хотя бы 70 плюс, и я буду уже рада. На пункте задействовано 11 аудиторий. За порядком следят общественные, региональные наблюдатели и приглашенные федеральные эксперты. Выпускники проходят через рамку металлоискателя. Даже мелкое нарушение может грозить исключением с экзамена. Исмалину Мережкову это не пугает. Английским она владеет как родным языком, поэтому в шпаргалках не нуждается. Я английский изучаю на протяжении нескольких лет, с самого детства, и он мне нравится. Я поэтому решила, что сдам его и буду поступать по деятельности с английским языком. За порядком проведения ЕГЭ следят также камеры видеонаблюдения. Выпускник может занести с собой только ручку, бутылку воды и шоколадку. Особые условия созданы для детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас, как всегда, есть аудитории именно для детей с ограниченными возможностями. И у них всегда больше времени, чем у остальных. Это где-то 1,5 часа времени. Также работает медпункт у вас? Обязательно. Это все как по стандарту. Медпункт, врач, медсестра, все на месте. Особых изменений содержания экзамена в этом году нет. ЕГЭ по иностранным языкам по-прежнему состоит из 2 частей – письменной и устной. Однако, если в прошлом году максимум составлял 86 баллов, то в этом 82 балла, которые далее переводятся в тестовые по 100-бальной шкале. Далее Марзаганова готовилась усердно. Сегодня рассчитывает на свои знания. Я сдаю английское общество, русский математику. Планирую поступать на лингвистику. Надеюсь на хорошие баллы. Я готовлюсь в течение года. Вот в сентябре начала. У меня учителя очень хорошие, поэтому надеюсь, что сдам на высокие баллы. Результаты ЕГЭ по иностранным языкам будут объявлены 26 июня. Участники смогут ознакомиться с ними в личном кабинете и на официальном портале госэкзамена. Сегодня наряду с английским и французским в России также проходит основной этап единого государственного экзамена по биологии. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.